А с виду можно определить, кто маньяк, а кто нет? Есть, которые сразу палятся. Таких мало. Есть, которых можно спровоцировать. Они самые сложные. Их только интуицией можно просечь. Шалхар, ты сам в спецотдел перевелся. Теперь сам с этим говном разбирайся. Есть лишь покойник. На вид обычные люди. До определенного щелчка. Отличные кинематографические веб-сериалы от казахов стали настоящим явлением, что-то вроде крутого аниме от японцев. Скоро все будут равняться только на них, написал неизвестный пользователь в комментариях к одному популярному казахстанскому веб-шоу. Хотелось бы, чтобы так оно и было. Во всяком случае, отечественные режиссеры действительно стараются держать марку и регулярно выпускают проекты с многомиллионными просмотрами. Сегодня мы расскажем об одном из них. Алишер Утев, автор одного из самых коммерчески успешных казахстанских фильмов «Брат» или «Брак», а также недавней YouTube-сенсации «Сержант Братан», вышедший на платформе Салем Социал Медиа, выпустил там же новый сериал под названием 5/32. Он рассказывает истории самых жестоких серийных убийц Казахстана, орудовавших в 90-х годах. В настоящее время 4 серии этого шок-контента были презентованы, и судя по качеству, это 12-серийное шоу может стать настоящей бомбой. Правда, в первые сутки первая серия «Таксисты. Дело номер 1» набрала около 250 тысяч просмотров, не так много, как хотелось бы создателям, ведь та же закладка от Ирины Кайратовны достигла 1 миллион просмотров за то же самое время, которое было презентовано днем ранее. Думается, что не последнюю роль в этом сыграла известность актеров Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова. Что касается названной серии, то она в настоящее время набрала свыше 5 миллионов просмотров. На ура зрителям пошли и другие серии «Монстр в юбке», «Дело номер 2», «Бессистемный маньяк», «Дело номер 3», «Одноногий дед», «Дело номер 4». Бояться там действительно есть чего: кровь, трупы, жуткое расчленение жертв, подробные сцены убийств. Даже лояльный ко всему YouTube цензурировал этот материал, а без цензуры сериал можно посмотреть в полном формате только на казахстанской платформе iTube. Многие, кто писали о сериале в социальных сетях, дополняли это словами «смотрите», пока не запретили, и эта фраза стала почти слоганом сериала. В основу сюжета легла история жизни следователя Шалкара, который в 90-е расследовал череду страшных убийств, тогда полиции не удалось поймать серийного маньяка. Спустя годы безжалостный преступник вновь орудует в городе. Для его поимки новый следователь по делу, Амир, обращается за помощью к бывалому специалисту. Дальше сериал с шокирующими событиями развивается по сюжету. Как рассказал автор идеи, продюсер и режиссер Алишер Утев, он думал о проекте с необычным названием много лет. Веб-сериал 5/32 изначально особенный, потому что основан на реальных событиях. Он проделал долгий путь, изучая факты существующих историй. В каждой серии будет либо точный прототип маньяка, либо собирательный образ нескольких, что означает 5/32. В названии авторы решили обратиться к священной книге мусульман, в частности к 5-й суре Аль-Маида, Трапеза, 32-му аяту, где говорится: «По этой причине мы предписали сынам Израиля, кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям». Наши посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но многие из них после этого излишествуют на земле. Библейская и кораническая история о 2 сыновьях Адама, один из которых совершил первое убийство человека на земле, убив своего родного брата по злобе своей души, проложил дорогу для тех, кто совершает убийство после него. Она свидетельствует, что последствием убийства являются разочарование и убыток как при жизни, так и после смерти. По этой причине Аллах заповедал сынам Исраила, жившим по священному писанию, что убийство человека не в отместку за убийство другого и не за распространение на земле нечестия подобно убийству всех людей сразу. Этим объясняется отсутствием различий между убитым и остальными людьми, а также тем, что убивать человека разрешается только в том случае, если Божьи законы предоставляют людям такое право. Если же убийца осмелился лишить жизни того, кто не заслуживал смерти, то это означает, что для него нет разницы между убитым и остальными людьми и что он потакает желанием души, велящей ему творить зло. То же самое можно сказать о том, кто из страха перед Всевышним Аллахом сохраняет жизнь человеку и не убивает его,
несмотря на то, что душа велит ему поступить иначе. Такой человек словно сохраняет жизнь всему человечеству, поскольку страх перед Аллахом непременно удержит его от убийства любого человека, не заслуживающего смерти. На ютубе сериал был принят публикой очень тепло. Появились и обзоры сериала, и отклики пользователей на том же ютубе. В комментариях зрители, в том числе и российские, выражали свое восхищение новым казахстанским проектом. Вот что они пишут в своих комментариях. Уважаемые казахи, ваш национальный колорит в ваших фильмах, сериалах, выступлениях на сцене, в шоу каждый раз приковывает внимание и погружает в ваш мир. Что не сериал, то бомба. Особенно приятно наблюдать, как вы растете над собой и делаете все более качественный контент. Удачи вам и дальнейших успехов. Российский зритель. Российское кино пошло не по тому пути, а казахское учит нас всех и дает теплоту в сердце. Спасибо вам, казахи. В Казахстане делают либо слабые, либо шикарные картины, третьего не дано. Братья-казахи, вы вообще охренели. Кроме ваших фильмов, вообще ничего не смотрю. Это новый уровень. Я в шоке от актерской игры и качества. Казахский кинематограф поднялся на новый уровень, без шуток. Даже алкаши сыграли максимально правдоподобно. У самого во дворе раньше куча таких была, тип общения, разговоры, все в точности. Режиссеру отдельный респект, жду продолжения с нетерпением. Другие зрители сравнивают проект с российским методом, другие с американским настоящим детективом, а третьи и вовсе сравнивают с корейскими триллерами. Для нас же этот сериал – это жестокое, кровавое, но самобытное и аутентичное казахское кино. Благодаря местному менталитету и колориту сериал смотрится интересно. Некоторые казахстанские кинокритики заявили, что веб-сериал не имеет отношения к киноискусству. Это попытка поработать в жанре эксплуатейшн с элементами детектива, которая на деле оказалась спекулятивным натуралистичным шок-контентом. Проблема драматургии налицо, есть надуманные сюжеты и персонажи-антагонисты, но нет никакой мотивации и внятной проработанной истории. Но самое неудачное, в веб-сериале под таким интересным жанром нет никакого социального подтекста. Каждый имеет право на свое мнение. Но мы тоже не остались в стороне и со своей стороны постараемся вставить свою копеечку в общую копилку кинокритиков. Сериал «Утева» построен не по горизонтальной схеме, когда интрига нарастает от серии к серии, а по вертикальной — это когда в каждой серии рассказывается одна полноценная, законченная и самодостаточная история. Сериал находится где-то посередине художественного и документального жанра. Да и сам режиссер Утев признался, что история с пандемией наложила отпечаток на его творчество и он решил поэкспериментировать. Считаю, что с точки зрения творчества, это было какое-то окно, когда мы могли восстановиться, осмотреться, как-то переосмыслить и начать двигаться в какие-то другие стороны, поэкспериментировать и так далее. Я считаю, что с точки зрения творчества пандемия повлияла на разносторонность кинодела, рассказывает кинорежиссер Алишер Утев. Технически фильм сделан отлично, сценарно тоже неплохо, но всегда есть к чему придраться. Во-первых, истории в сериале максимально упрощены, возможно, из-за того, что каждая серия длится не больше 40 минут, в них мало детективной, интригующей части. Отсутствуют психические переживания маньяков. Во-вторых, у некоторых зрителей есть претензии к простеньким диалогам и огромному количеству нецензурной лексики, которая в нем присутствует. Но в данном случае то и другое оправдано, здесь в центре внимания будни следователей по особо тяжким уголовным делам. Они тоже люди и соответственно их эмоции порой зашкаливают от увиденного. Сериал задуман максимально быть приближенным к жизненным реалиям, описываемых в них событий, и авторы сценария решили убрать всякие сентенции, содержательные, а может быть и философские разговоры. Хочется верить, что в следующих сериалах будет больше тревожных ожиданий не за счет кровавых деталей, а благодаря драматургическим приемам. В-третьих, под стать формата сериала были удачно выбраны актеры. Актерская игра не всегда образцовая, но в целом неплохая. В главной роли Абилмансур Сериков сыграл молодого следователя Шалкара. Также в проекте участвует актерка Баланде Балат, который сыграл Думана, напарника молодого Шалкара. Также стоит отметить великолепный каст сериала, в нем много новых лиц, исполнители даже эпизодических ролей довольно эффектны, взять хотя бы одного из таксистов, похожего на американского индейца. Считаем вполне недооцененными талант молодых казахстанских актеров. Создание и размещение декораций является одним из самых недооцененных занятий в киноиндустрии. Если декорации плохие, это сразу создает ощущение плохого малобюджетного фильма, но если они хорошие, люди их просто не замечают. Но в этом и цель декораций,
Они не должны быть броскими и дорогими, они просто должны подходить каждой сцене в фильме. Съемки сериала проходили в Жамбылской области, в 60 километрах от областного центра Тараза, в городах Каратау и Жанатася, в малых городах Казахстана, и поэтому панорама фильма впечатляет, передает острый дух и идею сериала, возникает ощущение реальности и одновременно и реальности. Молодой казахский кинематограф неожиданно ворвался в постсоветское и мировое пространство и заявил о себе как о новом явлении в киноискусстве. Серии будут выходить по одной в неделю, так что смотрите, если не боитесь крови. А режиссеру Утеву и съемочной группе пожелаем успехов в творческой деятельности.